По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние годы борьбы с коронавирусом количество детей, болеющих сахарным диабетом, повысилось на 80%. Причем маленькие пациенты, в отличие от взрослых, переносят диабет гораздо сложнее, и порой им необходима просто инсулинотерапия. То, что постковидное состояние, иначе говоря, долгий ковид осложняет все сопутствующие заболевания, медики поняли еще в первые месяцы пандемии. А вот повышенный уровень глюкозы именно у детей после перенесенного коронавируса стало явлением новым и еще не до конца изученным. Основной причиной, по мнению медиков, является аутоиммунное поражение клеток поджелудочной железы. К сожалению, в нашей республике, как и в целом по стране, статистика заболеваемости диабетом среди детей за последние годы стала выше. На самом деле, после перенесенной коронавирусной инфекции, то есть количество детей с сахарным диабетом во много раз растет у нас по статистике. То есть по республике у нас Ингушетия на сегодняшний день у нас болеют дети с сахарным диабетом около 131 ребенка, то есть из них там 2 с первым типом диабета, 129 человек с первым типом диабета. Следует бить тревогу родителям, если ребенок, допустим, резко похудел, если у ребенка отмечается многократная рвота, если ребенок начал часто бегать в туалет по-маленькому, если он требует большое количество воды. То есть в этом случае родитель, соответственно, должен бить тревогу и, соответственно, обращаться к педиатру для того, чтобы там посмотрели, какой уровень глюкозы. Чаще всего сахарный диабет дает о себе знать только через месяцы после перенесенного вируса, когда уровень глюкозы в крови пугающий. Лечению подается только второй тип сахарного диабета, приобретенный, а при врожденном единственная помощь – это пожизненное введение инсулина. Есть показатели глюкозы, которые подают родителям первый сигнал необходимости медицинской помощи ребенку. Но лечение сахарного диабета, оно в основном это инсулинотерапия, то есть в России на сегодняшний день для детей и подростков используют препараты человеческие, то есть геноинженерные. Второе – это диетотерапия, то есть правильное питание. Третье – это самоконтроль, обучение. То есть детки должны быть обучены, там, допустим, в течение дня, сколько они должны мерить сахар, то есть в течение дня они должны мерить хотя бы, то есть 4-5 раз в день, то есть перед основными приемами пищи, там, как правильно считать хлебные единицы, то есть в какую дозировку инсулина им нужно ввести. Помочь обойти сложные последствия может ранняя диагностика. Родителям важно вовремя заметить признаки сахарного диабета, такие как потеря и резкое повышение аппетита, снижение веса, недомогание, сонливость, нежелание играть со сверстниками и сильная жажда. Если сахар у ребенка натощак, допустим, вы измерили больше 7, и, допустим, через 2 часа после еды больше 11, то тогда вы, соответственно, должны подойти к эндокринологу по месту жительства. Если по результатам анализа будут высокие показатели, то вас направляют в стационар для госпитализации. То есть наш стационар находится в ДРКБ в городе Магасе. Если, допустим, у нас были такие случаи, когда на приеме, допустим, мать привела ребенка, ребенок бледный, ребенок худой, ребенок часто просится пить, и мы вот на приеме смотрим глюкозу. То есть глюкоза показывает больше 30. То есть у нас были такие дети. Мы, соответственно, даем направление ПАЦИТа, то есть либо вызываем скорую помощь, и уже их госпитализируют в отделение. Если врач после ковида поставил ребенку диагноз сахарный диабет, главное не паниковать. Как говорят медики, повышенная глюкоза – это скорее образ жизни. Медицина не стоит на месте. Сегодня есть возможность облегчить состояние ребенка и своевременно снижать сахар. В эндокринологическом диспансере работает современная школа диабета, в которой медики и учителя ответят на все интересующие вопросы родителей. Лена Цычоева, Магомед Дидигов, Новости 24.